Друзья, всем привет! Как известно, сегодня самой главной новостью во всем мире является эпидемия коронавируса. Та информация, которую мы получаем ежедневно из Италии, просто приводит в шок, потому что в мирное время гибнут сотнями гибнут люди. В большинстве стран Европы приняты очень жесткие меры, вплоть до штрафных санкций за то, что люди появляются на улицах. Например, во Франции поступает информация, что уже Англия, которая до последнего времени тоже думала, принимать ли жесткие меры, либо не принимать, уже Англия то же самое закрывает школы, учебные заведения, делает все возможное, чтобы люди не собирались в одном месте. Конечно, данная ситуация повлечет за собой и спад в экономике. Даже такие благополучные страны европейские, как Германия, уже сегодня говорят о том, что будет снижаться уровень жизни у людей. И на этом фоне наша страна, Беларусь, выглядит просто как островок стабильности. Наш президент заявляет о том, что это психоз и не более того. Но если глава государства на самом деле считает, что это психоз, и нам нечего бояться, тогда почему мы получаем так мало информации? Информации о коронавирусе, информации о том, готовы ли наши медицинские учреждения, больницы, готовы ли они к вспышке коронавируса. Дай Бог, чтобы нашу страну прошел этот коронавирус, эта эпидемия стороной. Но если вдруг случится, я хочу знать, готовы ли больницы принять большое количество людей на лечение. Это не только обеспечение койко-местом, как это заявляют наши чиновники о том, что военные госпитали задействуем в случае эпидемии. А я хочу знать, всем ли людям хватит искусственных аппаратов для вентиляции легких. Это та проблема, с которой такая благополучная страна европейская, как Италия, не может справиться. Все ли хорошо у нас? Этой информации, к сожалению, нам не дают. Только вчера разрешил президент не отпускать детей в школу. Официально статистика в нашей стране признает 70 случаев заражения коронавирусом. Говорит о небольшом проценте вылечившихся людей. Однако стоит ли доверять этой статистике? Говорит ли эта статистика о реальном положении дел в связи с распространением коронавируса? С той информацией, которая поступает из официальных источников, складывается впечатление, что просто идет какая-то большая игра. То есть руководитель государства просто пошел ва-банк, а чиновники на местах, глядя на него, боятся принимать самостоятельные меры, направленные на то, чтобы, например, сделать каникулы в том или ином учебном заведении, чтобы наниматели могли отправлять своих работников в незапланированные трудовые отпуска. Но для этого, опять же, нужно вводить в стране карантин. Без карантина, ежели один работник сегодня не пойдет на работу, и без объявления карантина, это будет неуважительная причина, влекущая за собой прогул. А вот ежели бы в стране все же на официальном уровне был признан карантин, как это произошло у наших соседей, России, Украине, Польше, Литве, Латвии, тогда бы была бы иная ситуация. Тогда эти меры помогли бы защитить права каждого работающего по найму. Конечно, белорусская экономика не останется в стороне. Ей тоже ждет падение, поскольку уменьшается объем не только грузоперевозок, а и пассажироперевозок. Например, белорусская железная дорога уже заявила о сокращении рабочей недели до 4 дней. И все это, конечно же, может повлечь нарушение наших трудовых прав. Мы в это время, друзья, должны быть бдительными. В такой сложной ситуации наниматели не знают, как себя вести. И, конечно же, это все может и, скорее всего, и будет приводить к нарушениям наших трудовых, социально-экономических прав. Поэтому я советую всем быть начеку, не расслабляться, следить за новостями и в случае возникновения сложных ситуаций обращаться к специалистам, обращаться к нам, правозащитникам. Ситуация, когда высшее руководство нашей страны не способно оценить масштабы коронавируса, каждый из нас для себя может объявить свой домашний или принять решение о домашнем карантине, соблюдать необходимые базовые требования, которые советуют медики, как можно реже появляться на улице, обрабатывать специальными растворами руки, носить марлевые повязки и в случае даже небольшой температуры тут же обращаться к врачам. В такой ситуации наше здоровье, наши права остаются в наших руках. Важно помнить, что все эти меры помогут нам не только остановить коронавирус, но и выбраться с любой сложной ситуации. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал, все будет хорошо.